Приглушенный свет. На сцене оркестр и дирижер. Зрители замерли в ожидании. И вот первый взмах палочки, и музыка, разрушая тишину, наполняет зал. За тонкой скрипкой следует виолончель. Украшает диалог струнных волшебная арфа. А затем в дивный переплет звуков врывается фортепиано. И не была бы эта мелодия так прекрасна без своего главного исполнителя. Посиди, помолчи, все само пройдет и растает гнев, и печаль уйдет. Знаете, я просто, что называется, одной ногой нахожусь в Академии молодых певцов Мариинского театра, а другой ногой уже в Мариинском театре непосредственно. Кто-то предпочитает объявить меня как солиста Мариинского театра, кто-то как солиста Академии молодых певцов Мариинского театра. Порой добавляют заслуженный артист Республики Саха-Якутия, приятное звание, которое я получил пару лет назад. А еще лауреат престижных российских и международных конкурсов, обладатель благородного баритона, один из самых молодых исполнителей оперы в мире. Есть на земле этот город влюбленных людей. Также тебя именуют одним из самых молодых солистов оперы в мире. Да, я, считался, да. Сейчас-то уже, господи, 33 года. Вот, честно говоря, еще бы лет 10 назад я бы сказал, да нет, где же 33 лет. А сейчас, вот будучи сам 33-летним, да, очень молод, да. Честно, мне самому всегда об этом... Я человек скромный и не люблю эти все громкие эпитеты. Порой так. В свои 33 Григорий уже покорил главные площадки мира. Ему рукоплескали Женева, Лондон, Мюнхен, французский Бордо. И, кажется, нет такого города в мире, где сердце слушателя не было бы тронуто с первых же нот. На сцене Мариинского театра Григорий с 2011 года. Он с изяществом исполняет и Валентина из «Фауста», и с такой же легкостью перевоплощается в Сильвио из «Паяцци». Особое место в репертуаре артиста, конечно, занимает ведущая роль Евгения Онегина. Почему я, наверное, выбрал в итоге оперу, да, и больше акцент делаю на ней все равно? Потому что это то искусство, которое все время требует вложений. Когда я начал петь в Мариинке, это было очень тяжело. Потому что я рос, все знают, что наши дворы в Якутии, мы там бегали, играли казаки-разбойники. Не всем понятно, но в Якутии знают наши дома на сваях, сколько мы там под этими домами лазили на крышах. Где-то во дворах, там, в каких-то болотах, господи, все только не лазили. И тут вдруг тебе надо оказаться лондонским денди и несколько часов производить впечатление, просто чтобы все, вау, какой джентльмен, где? Я же не рос с этим всем. У меня же не было какого-нибудь там учителя, там, француза, который мне объяснил, как держаться, как что. И поэтому это все время держать осанку, ни в коем случае не расслабиться, не свалиться на одну ногу, на другую. Каждый выверенный жест. После первого спектакля вышел, у меня болело все просто. У меня жутко болел пресс, потому что, надо было все, чувствую, сутулюсь. Нет, Онегин так не мог, раз сломал себе спину, пошел. В общем, не знаю, для меня это большое испытание всегда. Успешный артист на оперной сцене. Сегодня Григорий пробует себя и в поп-музыке. Наравне с великими ариями исполняет всеми любимую классику советской и зарубежной эстрады. И как исполняет!
до глубины души, трогая каждого зрителя, пробивая голосом даже экраны. Чтоб тебя на земле не теряли, постарайся себя не терять. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая все же бессмертна. У него очень красивый тембр голоса. Он какой-то уникальный, понимаете? В нем все краски есть. Он и шелковый, он и бархатный, он может быть и каким-то страстным, нежным и ласковым. То есть, понимаете, это вообще, я его сравниваю вот по голосу, вообще по таланту с Муслимом Магомаевым. «Как молоды Да. мы были», так и называется. Да. Написана она в 1975 году. Начиная с этого момента ее пел и Градский, и Кобзон. Сейчас Хворостовский пел. да. Хворостовский, да. Вот мне больше всего, конечно, ценнее исполнение Хворостовского. Каково это вот петь такую песню, которую исполняли такие выдающиеся большие артисты? Ну, конечно же, очень ответственно. Это, наверное, результат какой-то внутренних процессов, каких-то мыслей, судьбы людей. Ну, это же очень из многого вот так вот собирается, и я реально понимаю, о чем там говорят. И я могу объяснить это людям. Музыка, конечно, для меня со временем, но стала невероятным языком выражения, да, эмоций, чувств. Тот, кто ждет, все снесет, как бы жизнь не била, лишь бы все, это все не напрасно было. Опера и эстрада, они же очень разные, но при этом в тебе и то очень хорошо уживаются. А я просто с детства наполнялся и той, и этой музыкой. У меня наравне с Высоцким, Анной Герман, там, Петр Лещенко, музыка там, начала 20 века, середины 20 века. Просто пластинок была масса. Рок-оперы, оперетты, зарубежные исполнители. Да, мне всю жизнь говорили, на двух стульях не усидишь, говорят. Выбери либо опера, либо эстрада. Как услышал эту фразу, так и решил постараться всей жизнью своей доказать, что, ну, из любого жанра найду то, что мне нравится всегда. Выйду на улицу, гляну на село, девчата гуляют, и мне весело. В его голосе золото обернуто в бархат, а сам Григорий словно якутский бриллиант, который засиял всеми гранями в Петербурге. И все перекрестки его звездного пути так или иначе берут начало с детства, с его родного города Якутска. В зеленом саду думал, на улицу век не пойду. Что значит для тебя Родина? Очень много, конечно, да. Пока в детстве, конечно, я понимал, что я здесь в Якутске родился, хочу всю жизнь здесь прожить, и я ничего не люблю так, как люблю это место. Свою музыкальную карьеру, да, вообще, как бы первые шаги. Все начиналось с ДШИ. Ну, площадь Ленина, значит, стекляшка наша, вот эта известная. Там в тот момент, когда мне всего 4 года еще, или где-то 5 уже было, объявляется набор в хор мальчиков при президенте Республики Саха-Якутия. Ну, что могло быть круче еще на тот момент, и для мамы, как вот она видит, как я в детстве там сижу, слушаю пластинки на граммофоне, где-то что-то напеваю, естественно, подпеваю, и она понимает, что ага, ну вот музыкально слышит, ритм есть, ощущения. И пошли мы на прослушивание. Да. Пластинки он слушал, сказки, песни Румянцевой, Надежды, и очень ему нравилась Анна Герман. Музыкальное знание он начал черпать в хоре мальчиков, посещая детский сад. Когда дети спали в тихий час, мы приходили, его брали на занятия в хор мальчиков. Потом дети просыпались, Гриша приходил, опять у них тут полдники, все. И вот таким образом он учился
хоре мальчиков. Я именно обратила внимание, что у него абсолютный слух. То есть, будучи 5-летним ребенком, он мог очень хорошо и точно повторить любую интонацию, любую мелодию, которую я ему скажу. И это меня очень сильно понравилось. Мы выступали везде со всеми звездами нашей эстрады, нас везде приглашали. Конечно, когда мы в президентском хоре мальчиков были, это в основном была классика. А потом, конечно, вот мы когда стали ансамблем, им хотелось более эстрадного такого направления, но тем не менее мы очень много пели патриотической песни. Любовь к музыке у меня была с детства. Но желание заниматься ею, конечно, пришло позже, когда я немножко уже понял, что это такое вообще. Я пел на концерте у ветеранов в Якутии, в Якутске тогда. Я где-то был, наверное, в классе в 10-м. В ДК Кулаковского был концерт. И это были одни из первых, вот, когда я уже выходил на достаточно большую сцену. И вот я пел тогда, помню, «Я люблю тебя, жизнь», там «День Победы». Вышел из зала, и вот выходят ветераны, они меня окружают и такие: «О, это тот мальчик, — говорит, — который пел. Вот он, идите сюда». И они начинают просто вот, и мне так тепло было, так невероятно приятно. Но вот в тот момент я понял, что так и должно быть. Вот это настоящая реакция, и ради чего стоит вообще заниматься музыкой. Эта встреча стала решающей в жизни Григория. Именно тогда он решил, что свяжет жизнь с музыкой. А воплощать мечту поехал в культурную столицу Санкт-Петербург и поступил в именитую консерваторию имени Римского-Корсакова. Я попал в основной состав, то есть бюджетники, первый курс. Я не мог поверить вообще. Я помню, я пришел... Хотя я достаточно неплохо подготовился к экзаменам еще в Якутии, в музучилище. Там и вот и сольфеджио, и вокал. Но когда 300 человек на 30 мест, получается 10 человек на место, со всей страны приехали весьма такие уже, скажем, заряженные вокалисты, которые уже и опыт был, даже на оперной сцене где-то. Прихожу на результаты зачисления. Страшно, невероятно, естественно. Но я хотел, честно говоря, не найти свою фамилию в списке. Да, я хотел вернуться в Якутск тогда. Я думаю, очень многие земляки, приехав сюда или в Москву, понимали, что, боже мой, что это такое, какой огромный город, что я здесь буду делать, и многие здесь теряются. Но ты поступил и остался. Да, я поступил, я говорю, я хотел, думаю, сейчас не увижу в списке, и все, позвоню, маму расстрою и поеду обратно. Прихожу, смотрю, сейчас мама говорит: бюджетная, говорю, поступил, все, караул. Перестраиваться было очень непросто, вообще непросто. Друзей никого нету. Но, опять же говорю, вот здорово, когда ты посмотришь со стороны на тот путь, который ты прошел, и классно. Снова идет ночь над полями сонными, в дымке костра светят глаза меня. Мы были однокурсниками в Санкт-Петербургской консерватории. Я очень хорошо помню Гришу, он пришел, по-моему, он был у нас на курсе самый молодой, и все говорили о том, что появился вот парень из Якутии с очень красивым голосом, такой самородок, можно сказать. В консерватории мы все считали, что да, конечно, мы будем петь в Мариинском театре. Но, кстати, для нашего курса это состоялось далеко не для всех. То есть можно сказать, что вот нам выпало такое счастье с Григорием. Тем самым счастьем, билетом в Мариинский театр стал 8-й международный конкурс молодых оперных певцов Елены Образцовой. Григорий был еще студентом консерватории, но смог обратить на себя внимание жюри.
non ti core presso non ti struie a riguardar. А какой результат был от этого конкурса? Я попал в Мариинский театр. Я не занял никакого места. Вот мы расстроены уже, собирались уходить. Уже все-таки лестница, вон там, спускаться. Григорий, я слышу, да, сверху спускается Лариса Александровна. Я говорю, Григорий, подождите. Нет, она была второй. Первым был Дмитрий Вдовин. Это Большой театр. И он тогда подошел, Григорий, здрасте. Ну, я не помню дословно. Ну, в общем, молодец, туда-сюда, давайте к нам в Большой театр. Я чуть не ахнул, что себе Большой театр сразу, вот так круто. И ровно же вот мгновение выходит Лариса Александровна и говорит, Дмитрий, что, ты хочешь меня вокалиста увезти? Друзья мои, я очень рад, что вы пришли на маскарад. И прошу вас всех, что царил здесь смех, эту ночь на Арбате. Так Григорий попал в Академию молодых оперных певцов Мариинского театра. Историческая сцена, репетиции, первые выступления. Как новоиспеченный солист он вышел в роли фламандского депутата в спектакле Верди «Дон Карлос». А сегодня, спустя 11 лет, он уже играет главную роль Евгения Онегина. Академии уже 24 года. Вкладом считать можно и нужно. Молодежь хочет войти в гигантские коллективы, их надо заметить, их надо выявить. И в рамках такой программы это можно сделать более организованно, чем обрывками где-то кого-то прослушивать на разных площадках. Большинство солистов театра – это выходцы из нашей академии, поэтому мы до сих пор сотрудничаем и дружим. Но если посмотреть по тому, что больше половины труппы – это выходцы из академии, и притом это достаточно известные певцы сейчас в Европе, в мире, и у нас по всей стране. Вот он когда-то получил первую премию на конкурсе Елены Васильевны Образцовой. Да? Я лет 10 работал с Еленой Васильевной в качестве концертмейстера, много на концертах. И про таких людей, как Григорий, она всегда говорила, вот поцелованный Богом человек. Так что я считаю, что это в полной мере относится к Грише. Все приходит к тому, что вот в жизни как ты хочешь, так оно и бывает. Я в этом уверен. Просто надо научиться, наверное, хотеть правильно. Я не могу без тебя жить, мне в дожди без тебя сушь, мне в жару без тебя стыть, мне без тебя и Москва глушь. Для нее он навсегда покинул дом, для нее он все на свете позабыл. Ну, я не знаю, меня она так трогала в детстве, вот в моем вот этом в школьной юности. Каково было удивление, когда вот мне предлагают, говорят, а вот есть вариант спеть с Зарой дуэт. Супер, круто, интересно. Есть вариант спеть с Львом Лещенко. Ну, фантастика, я его слушал на пластинках и балдел там от каких-то композиций его. И солнце всходило, и ранга цвела, все было, и любовь была. Пылали закаты, и ливень бил стекло, все было, и любовь была. Я вот в этих стенах познакомился с Иосифом Давыдовичем Кобзоном. Тогда он тоже интересные советы дал, там, поизучать советскую антологию советской песни. Для меня подарок судьбы, что сказать, встретиться с такими людьми. Я никогда не рассчитывал на это, я никогда не представлял, что там, я хочу вот встретиться и спеть дуэтом с Тамарой Гвердцитель.
Никогда ни о ком вот из знаменитостей так не думал. Но вот жизнь нас сталкивает, и это всегда такие приятные знакомства. И это лишь начало большого творческого пути Григория. Сейчас у солиста еще одна мечта – попробовать себя в этномузыке, создать коллаборацию с якутскими артистами. И, скорее всего, мечта не заставит себя долго ждать. Безумно я восхищаюсь Аленой Утай. Я мечтаю, что мы когда-нибудь сможем сделать какую-нибудь коллаборацию. Вот. У меня здесь есть в Питере очень замечательный дудукист. У меня сразу в голове Алена, еще несколько музыкантов, и мне кажется, мы можем какую-нибудь такую интересную коллаборацию сделать с таким необычным звучанием. Ну, А сам на хамусе, например, ты умеешь играть? да, у меня где-то лежит там. Ничего себе, серьезно? Я всегда ношу с собой его, да. Мой замечательный инструмент, с которым я... Взмывающие звуки хамуса – пример безграничного таланта певца, а еще желание творить и создавать прекрасное. Его баритон завораживает, а вокальные партии пробирают до дрожи. Таков он, Григорий Чернецов. Невероятно талантливый и харизматичный, свободный в творчестве, выходящий за рамки, рожденный в Якутии и любимый в Петербурге. Якутск, Москва, соединенные сердцами, верность дружбе сохраним веками. Я не якут по национальности, да, когда вот, ах, какой наш, вот поддерживаем. Я вот вроде другой, но все равно свой. И также там все для меня свои. Конечно, мне дороже всего именно то, что вот эти комментарии, которые я считаю, махтал там. Ну вот у меня всегда была в первую очередь глобальная цель. Для меня музыка — это, наверное, лишь средство. Средство проявить себя и как-то повлиять на эту действительность. И мечта реально всей жизни — привнести в этот мир, наверное, гармонии больше. Вот так. Снова идет ночь над полями сонными. В дымке костра светят глаза ребят. Ветер затих вместе с последней песнею. Видно, ушел где-то искать тебя. Я вообще в театре, когда смотрю на его роль Евгения Онегина или другие роли, я не думаю, что это... Неужели это мой сын на сцене? Я до сих пор не могу к этому привыкнуть. Да. Естественно, гордость меня переполняет, и моих родственников, друзей, все говорят, мы считаем его за нашего родного человечка, за нашего сына. Поэтому дай Бог ему дальнейших успехов на этом театральном оперном поприще. Море вернулось говором чая. Гриша всегда обладал очень упорным характером, даже, можно сказать, упрямым, да? Еще школьные годы. После какого-то успешного концерта, выступления, его хвалили все. И кто-то сказал что-то в стиле «вот он станет вторым Шаляпиным». Я четко запомнил, Гриша сразу же сказал, что я предпочту стать первым Чернецовым. Вот сейчас, буквально несколько дней назад, он будет, сейчас учит и уже репетирует роль графа в опере Моцарта «Свадьба Фигаро».
которая также пройдет вот на сцене здесь. А потом вот паяцы. Но это уже ведущие, но будет их больше и больше, я надеюсь на это. Здорово, то, что мы оказались здесь, что мы работаем столько лет. И я очень радуюсь успехам Григория, потому что он действительно достоин того, что с ним происходит. Сказки на синих ладонях несет корабли. Мы хотим ему пожелать постоянного творческого полета, востребованности полной, чтобы сбывались самые невероятные мечты. Его очень любят у нас в Питере, очень любят. Лучший Онегин, лучший исполнитель на эстраде, лучший исполнитель репертуара Муслима Гамаева, и можно продолжать. Лучше, лучше и лучше. Единственный, я бы сказала. Айсана Бурнашова, Виктор Олесов. Санкт-Петербург, Москва, Якутск.